старом сейфе, установленном в кабинете основателя компании «Акун», после его ухода обнаружили папку с красной печатью. 3 страницы внутри оказались вырванными. Кто-то позаботился о том, чтобы самое важное осталось за пределами досягаемости. На обложке этой папки красовалась надпись «Мураскер Лерге. Наследником». Бумага пожелтела от времени, но грифы секретности на оставшихся листах все еще читались отчетливо. Этот документ мог перевернуть представление о том, как на самом деле делился многомиллионный бизнес одного из самых влиятельных людей Кыргызстана. Сотрудники, которые первыми открыли сейф летом 2020 года, говорили потом, что почувствовали, словно кто-то невидимый стоял за их спинами и следил, чтобы эти страницы никогда не стали достоянием общественности. Вопрос, который не давал покоя всем, кто видел эту папку: что именно скрывали эти 3 вырванные листа? Чиныбай Акунович Турсунбеков ушел из жизни внезапно. 6 июля 2020 года коронавирус оборвал жизнь человека, который построил целую промышленную империю на производстве муки. В тот момент, когда мир замер в изоляции, а Кыргызстан считал потери от пандемии, страна потеряла не просто бизнесмена. Ушел человек, чье имя было написано на мешках с мукой в каждом доме, чей голос звучал в парламенте как голос лидера крупнейшей фракции и чьи заводы давали работу тысячам семей. Но смерть оставила после себя не только скорбь. Она открыла дверь в мир закулисных договоренностей, семейных тайн и борьбы за наследство, о которой никто не должен был узнать. Империя Акун, раскинувшаяся от мелькомбинатов до банковских активов, осталась без главного архитектора. И сразу же началось то, чего так боятся все семьи богачей – молчаливая война за контроль над миллионами. Представьте себе, вы стоите на пороге кабинета, где еще недавно принимались решения, влиявшие на экономику целой страны. На столе папки с документами, на стенах фотографии с политиками и деловыми партнерами. А в углу массивный сейф немецкого производства, который видел больше секретов, чем любой человек в этом здании. Когда его наконец открыли, внутри обнаружили не только договоры и банковские выписки. Там лежала та самая папка с красной печатью, которая должна была стать инструкцией для детей Чиныбая: как делить бизнес, кому достанется мелькомбинат в Бишкеке, кто получит контроль над строительными компаниями, а кому отойдут акции Капиталбанка. Но 3 страницы исчезли. Исчезли либо до смерти Чиныбая, либо в тот короткий промежуток времени, когда доступ к сейфу имели лишь самые близкие люди. Эксперты по почерку, которые позже изучали оставшиеся листы, утверждали: надрывы на краях говорят о том, что страницы вырывали в спешке, с силой, словно время поджимало. Может быть, кто-то хотел скрыть условия, которые казались несправедливыми? Или наоборот, убрать доказательства того, что все уже было решено заранее и никаких споров быть не должно? История Чиныбая – это история человека, который начинал с нуля в 90-х, когда Кыргызстан только обретал независимость и учился жить в условиях рыночной экономики. В 1997 году он основал компанию по производству муки «Акун», имя, которое стало брендом номер 1 в стране. Но мало кто знает, что до этого он пережил 4 неудачные попытки запустить бизнес. Его супруга Нуржан Тантимишева в одном из редких интервью призналась: они теряли вложенные деньги, сталкивались с рейдерскими захватами, когда их товар буквально грабили на складах. 4 раза они поднимались с колен, и только на 5-й раз удалось закрепиться. Эта история борьбы стала частью семейного мифа Турсунбековых. Миф о том, что деньги достались нелегко, что за каждым мешком муки стоит пот и бессонные ночи. Но вот что интересно. С момента успеха Акуна в 1997-м до смерти Чиныбая в 2020-м прошло 23 года. За эти годы компания превратилась в группу предприятий: заводы, пансионаты, строительные фирмы, медиахолдинг и даже банк. Каждое из этих направлений стоило миллионы долларов. И каждая из них теперь стала яблоком раздора для наследников. Вот где начинается самое интригующее. У Чиныбая было 3 детей: сын Эржан Чиныбай-Уулу и 2 дочери – Айдай и Бегимай. На момент смерти отца Эржан владел 40% акций Капиталбанка,
финансового учреждения, которое семья выкупила еще в 2010 году у прежних владельцев. Дочери делили оставшиеся 60%, по 30% каждая. Казалось бы, все распределено честно, по-семейному. Но спустя 4 года после смерти Ченыбая, летом 2024 года, произошло то, чего никто не ожидал. Государство в лице Госагентства по управлению госимуществом конфисковало все 100% акций банка. Все. Полностью. Эржан, Айдай и Бегимай в одночасье лишились актива стоимостью 859 миллионов сомов. Официальная версия звучала обтекаемо. В связи с нарушениями в процессе приватизации. Но инсайдеры шептались о другом. Говорили, что Камчибек Ташиев, глава Государственного комитета национальной безопасности, лично курировал это дело. Ташиев публично напомнил, банк когда-то принадлежал сыну экс-президента Курманбека Бакиева. И приватизация 2010 года изначально была сомнительной сделкой. Но почему государство вспомнило об этом только через 14 лет, уже после смерти Ченыбая? Этот вопрос повис в воздухе, и ответа на него не было. Давайте теперь поговорим о деньгах. Настоящих, осязаемых цифрах, которые показывают масштаб того, что осталось после Ченыбая. Завод «Акун» в лучшие годы перерабатывал сотни тонн зерна ежедневно. Один только бишкекский мелькомбинат, который входил в группу компаний Турсунбекова, оценивался экспертами в десятки миллионов долларов. Для сравнения, средняя зарплата рабочего на этом мелькомбинате в 2019 году составляла около 20 тысяч сомов в месяц. Это примерно $250. Ченыбай же, по оценкам аналитиков, контролировал активы общей стоимостью более 100 миллионов долларов. Представьте, один человек владел суммой, которую среднестатистический рабочий его же завода не заработал бы и за 400 лет непрерывного труда. Эта пропасть между владельцем и рабочим, она и есть ключ к пониманию того, почему смерть Ченыбая всколыхнула не только бизнес-круги, но и общество. Люди задавались вопросом, справедливо ли, что такое богатство теперь перейдет к детям, которые не вкладывали в него тот же труд, что их отец. Но вернемся к нашему сейфу и исчезнувшим страницам. Есть одна деталь, которую почти никто не заметил в суматохе событий 2020 года. За несколько месяцев до смерти Ченыбай встречался с нотариусом. Факт, который всплыл лишь благодаря случайной утечке информации от одного из сотрудников нотариальной конторы. Встреча была назначена поздним вечером. В офис Ченыбай приехал один, без охраны и помощников. Нотариус позже рассказывал коллегам, что клиент выглядел встревоженным, постоянно оглядывался, словно боялся, что за ним следят. Он принес с собой толстую папку, ту самую, с красной печатью, и попросил заверить подписи на нескольких документах. Нотариус начал читать первую страницу, но Ченыбай остановил его. «Просто заверьте, читать не нужно». Это было странно. Обычно клиенты хотят, чтобы специалист проверил каждую строчку. А тут наоборот. После заверения Ченыбай забрал папку и уехал. Нотариус не запомнил содержание, но одна фраза отпечаталась в памяти. Если кто-то из них попытается оспорить, считать документ недействительным. Кого имел в виду Ченыбай под словом «кто-то из них»? Своих детей? Или кого-то еще? Теперь подумайте вот о чем. Империя Акун – это не просто заводы и банк. Это тысячи рабочих мест. Это хлеб на столах сотен тысяч семей. Это часть национальной экономики Кыргызстана. Когда умирает такой человек, как Ченыбай, под угрозу ставится стабильность целой отрасли. Если наследники начнут делить бизнес через суды, если активы заморозят или распродадут по частям, рухнет вся система. Заводы остановятся, люди потеряют работу, цены на муку взлетят. Именно поэтому государство так внимательно следило за процессом наследования. И именно поэтому конфискация банка в 2024 выглядела не просто как наказание за старые грехи, а как предупреждение. Мы можем забрать все, если вы начнете раскачивать лодку. Ташиев, выступая перед журналистами, осторожно намекнул, что дело банка – это только начало. «Мы проверяем все активы, которые могли быть приобретены с нарушениями», — сказал он. Эта фраза прозвучала как приговор для семьи Турсунбековых.
Интересно, что Чаныбай не был просто бизнесменом. Он был поэтом, кандидатом филологических наук, автором нескольких сборников стихов. Его литературное наследие включало произведения, написанные еще в 80-х годах, когда он работал корреспондентом в Турции. Друзья вспоминали, как он мог посреди деловой встречи процитировать Айтматова или прочесть собственное стихотворение о горах Нарына, где родился. Эта двойственность, поэт и миллионер, интеллектуал и жесткий переговорщик, делала его фигурой загадочной. Коллеги по парламенту рассказывали, Чаныбай мог быть невероятно обаятельным, но если чувствовал угрозу своим интересам, превращался в холодного стратега, не прощавшего предательства. И вот тут возникает вопрос. Не оставил ли он в той папке из сейфа не просто юридические инструкции, а что-то вроде завещания послания? Может быть, те 3 вырванные страницы содержали его мысли о том, кто из наследников достоин продолжить дело, а кто нет. Есть еще одна зацепка. За несколько недель до смерти Чаныбая один из его старых партнеров, с которым они строили бизнес еще в 90-х, получил странный звонок. Чаныбай попросил о встрече. Срочной, конфиденциальной. Они встретились на нейтральной территории, в небольшом кафе на окраине Бишкека, куда обычно не заходят люди их уровня. Партнер вспоминал потом, что Чаныбай выглядел усталым, постаревшим. Он говорил о том, что чувствует. Времени осталось мало. «Я сделал все, что мог, но, боюсь, они не оценят», — сказал он. «Кто они?» — спросил партнер. Чаныбай не ответил прямо, лишь покачал головой и добавил. «Иногда самые близкие люди становятся самыми опасными». После этих слов он замолчал, допил чай и ушел. Через 3 недели его не стало. Партнер до сих пор гадает, что имел в виду Чаныбай. Предчувствовал ли он, что после его смерти начнется борьба, которая разорвет семью на части? А теперь задумайтесь, что если те 3 вырванные страницы – это ключ ко всему? Что если на них было написано нечто такое, что меняло расклад сил? Например, условие, по которому один из наследников получал контрольный пакет только при выполнении определенных требований. Или наоборот, указание на то, что кто-то из детей вообще не должен наследовать бизнес из-за прошлых конфликтов с отцом. Инсайдеры шептались, между Чаныбаем и старшей дочерью Айдай были разногласия по поводу управления медиахолдингом АК-Медиа, который записан на нее. Айдай хотела расширять бизнес, вкладываться в новые проекты, а отец считал это рискованным. Может быть, в папке был пункт, ограничивающий ее права? Или наоборот, отец простил ее и дал благословение? Мы не знаем. Но тот факт, что страницы исчезли, говорит, кому-то было выгодно, чтобы истина осталась скрытой. Нуржан Тынтимишева, вдова Чаныбая, дала свое первое большое интервью только через 2 года после его смерти. До этого она хранила молчание, отказываясь общаться с прессой и выходить на публику. Но в 2022 году, когда давление на семью усилилось и начались разговоры о возможной конфискации всех активов, Нуржан решилась заговорить. Интервью записывали в ее доме, в том самом кабинете, где стоял легендарный сейф. Камеры запечатлели детали обстановки. На полках фотографии счастливых времен, на столе раскрытый блокнот с записями Чаныбая, а на стене портрет, написанный маслом, где он изображен не в деловом костюме, а в национальной одежде на фоне гор. Нуржан сидела напротив журналиста, сжимая в руках платок, и ее голос дрожал, когда она начала говорить. Люди думают, что мы жили в роскоши, купаясь в деньгах. Но они не видели, как Чаныбай работал по 18 часов в сутки, как он просыпался среди ночи от кошмаров о том, что бизнес рухнет. Они не знают, что 4 раза мы начинали с нуля, теряя все. Журналист задал прямой вопрос. Говорят, что в сейфе Чаныбая нашли документ с инструкциями для наследников, но 3 страницы из него исчезли. Это правда? Нуржан замерла на мгновение, и в ее глазах промелькнуло что-то. Страх или гнев?
Она ответила уклончиво. «Я не знаю ничего о вырванных страницах. Когда я открывала сейф, там были документы, которые касались распределения бизнеса. Все было четко прописано. Чиныбай всегда думал наперед». Но тон ее голоса выдавал. Она знает больше, чем говорит. Журналист попытался надавить. А если страницы действительно исчезли? Кто мог их забрать? Нуржан встала, подошла к окну и долго смотрела на улицу, прежде чем ответить. В нашей семье никогда не было секретов друг от друга. Но после смерти Чиныбая многое изменилось. Люди меняются, когда видят большие деньги. Даже самые близкие. Это признание прозвучало как взрыв бомбы. Нуржан, по сути, намекнула. Проблема не во внешних врагах, не в государстве, которое преследует семью, а внутри, между самими наследниками. Журналист попросил уточнить, кого она имеет в виду, но Нуржан отказалась называть имена. Она лишь добавила. Чиныбай завещал нам единство. Он говорил: если вы будете вместе, никто не сломает вас. Но если разделитесь, потеряете все. Я боюсь, что мы не послушали его. После этих слов интервью было прервано. Нуржан попросила выключить камеры, сославшись на плохое самочувствие. Запись так и осталась неполной, но даже то, что она успела сказать, дало пищу для десятков теорий. Через неделю после интервью в социальных сетях появился анонимный пост, который быстро набрал тысячи репостов. Автор утверждал, что является бывшим сотрудником юридического отдела компании «Акун» и лично видел документы сейфа до того, как страницы исчезли. По его словам, на этих страницах был пункт, который запрещал детям Чиныбая продавать активы в течение 10 лет после его смерти. Бизнес должен был управляться коллегиально, через совет директоров, где каждый наследник имел равный голос. Но вот что интересно, если кто-то из них нарушал это условие или пытался действовать в одиночку, его доля автоматически переходила остальным. Этот механизм был страховкой от жадности и предательства. Автор поста писал: «Я не знаю, кто вырвал страницы, но я знаю зачем. Кто-то хотел избавиться от этого условия, чтобы иметь свободу действий. И этот кто-то был среди семьи». Пост удалили через несколько часов, аккаунт заблокировали, но скриншоты разошлись по всему интернету. Эта утечка изменила общественное мнение. Если раньше люди сочувствовали семье Турсунбековых, видя в них жертв государственного давления, то теперь начали подозревать. А что, если настоящая драма разворачивается внутри семьи? Что, если дети Чиныбая воюют друг с другом за контроль над наследством, используя государство как инструмент в своих интригах? Эта версия подкреплялась странными совпадениями. Например, когда государство конфисковало акции Капиталбанка, пострадали все 3 детей, но больше всех Эржан, у которого была самая большая доля. При этом компании, зарегистрированные на Айдай и Бегемай, медиахолдинг и строительные фирмы, остались нетронутыми. Почему? Один из политологов высказал предположение. Возможно, дочери договорились с властями, пожертвовав братом, чтобы спасти свои активы. Доказательств не было, но слухи поползли. Нуржан попыталась погасить скандал. Она обратилась с открытым письмом к Камчебеку Ташиеву, главе ГКНБ, в котором просила разобраться в ситуации и защитить семью от несправедливых обвинений. В письме она писала: «Мой муж всю жизнь служил Кыргызстану. Он создавал рабочие места, платил налоги, помогал людям. Теперь, когда его нет, его имя пытаются очернить, а его детей лишить того, что он честно заработал. Я прошу вас, как человека справедливого, не дать уничтожить дело всей его жизни». Ответа от Ташиева не последовало. Зато через несколько дней произошел инцидент, который все расценили как прямую угрозу. На собрании акционеров одной из компаний группы «Акун» ворвался человек в гражданской одежде, который представился сотрудником ГКНБ. Он прервал заседание и потребовал предоставить все финансовые документы за последние 5 лет. Когда юристы компании попросили показать ордер, он ответил: «Ордер будет, если не подчинитесь добровольно». Это был явный перегиб полномочий, но никто не решился возражать. Документы изъяли, а собрание так и не состоялось. Через месяц после этого Нуржан получила анонимное письмо. Оно пришло на адрес ее личного офиса, в простом конверте, без обратного адреса. Внутри был короткий текст, напечатанный на машинке.
У вас есть 10 дней, чтобы добровольно передать все спорные активы государству. Если откажетесь, мы найдем способ забрать их силой. Это не угроза, это предупреждение. Чиныбай мертв, и его защита больше не работает. Нуржан позже призналась близким. После этого письма она несколько ночей не могла спать, боясь за жизнь своих детей. Она наняла частную охрану, установила дополнительные камеры в доме, но страх не отпускал. Кто стоял за письмом? Действительно ли это были люди из спецслужб, или кто-то играл в опасную игру, пытаясь запугать семью и вынудить ее на невыгодные уступки? В это же время всплыла еще одна деталь из прошлого. Оказалось, что в 2010 году, когда дочери Чиныбая участвовали в приватизации банка, принадлежавшего ранее сыну экс-президента Бакиева, они действовали не самостоятельно. Сделку курировал опытный юрист, который специализировался на серых схемах приватизации. Его имя – Азамат, фамилию никто не называл, фигурировало в нескольких скандальных делах, связанных с выводом государственных активов в частные руки. Азамат исчез из публичного поля в 2015 году, и о нем ничего не было слышно до 2024. Но когда начались проверки активов семьи Турсумбековых, его имя всплыло в отчете ГКНБ. Следователи утверждали, что нашли след этого Азамата. Он скрывался в Турции под вымышленным именем, но продолжал консультировать крупных бизнесменов по вопросам оптимизации активов. Когда его попытались вызвать на допрос в Бишкек, он отказался, сославшись на проблемы со здоровьем. Интересно, что именно Азамат был тем человеком, который знал все тонкости сделки 2010 года. Он знал, откуда пришли деньги на выкуп банка, какие документы подписывались в обход официальных процедур и кто давал зеленый свет этой операции на самом верху. Если бы его удалось доставить в страну и заставить говорить, карточный домик тайн семьи Турсунбековых мог рассыпаться за считанные часы. Но есть люди, которые знают правду и живут совсем рядом. Один из них – бывший главный бухгалтер компании «Акун» по имени Гульмира. Она проработала в компании 18 лет, с самого основания в 1997 до 2015 года, когда ушла на пенсию. Гульмира – женщина лет 65 с седыми волосами и усталыми глазами, которая видела все – и взлеты, и падения, и то, как менялся характер Чиныбая под грузом ответственности. Когда к ней пришли журналисты летом 2022 года, она сначала отказалась разговаривать. «Я подписывала соглашение о неразглашении коммерческой тайны», — сказала она. Но потом добавила тихо. «Хотя Чиныбай Акунович умер, и некоторые вещи должны быть сказаны, пока я еще жива». Интервью записывали в ее маленькой квартире на окраине Бишкека, где на стенах висели грамоты от компании «Акун» за добросовестный труд. Гульмира заварила чай и начала рассказывать. В 97-м, когда все только начиналось, нас было 7. 7 человек на весь завод. Чиныбай Акунович сам разгружал мешки с зерном, сам чинил оборудование. Нуржанапа варила обеды для всех. Мы были как одна семья. Зарплату получали нерегулярно, иногда по 2-3 месяца задержек, но мы верили, все получится. Ее голос дрожал от воспоминаний. А потом пришел успех. К 2000 году у нас уже работало больше 300 человек. Деньги пошли рекой. И вот тут началось то, что я называю изменением. «Что вы имеете в виду под изменением?» – спросил журналист. Гульмира отпила чай, собираясь с мыслями. Чиныбай Акунович стал другим. Раньше он знал каждого работника по имени, спрашивал про семьи, помогал, если у кого-то проблемы. А потом вокруг него появились люди, как бы это сказать, хитрые. Советники, юристы, финансисты. Они говорили ему: «Вы слишком мягкий, вас используют, нужно быть жестче». И он стал жестче. Начал увольнять людей за малейшие ошибки, урезал премии, требовал работать по 12 часов. Помню, как один рабочий, отец 3 детей, попросил отпуск, чтобы съездить в деревню к больной матери. Чиныбай Акунович отказал. Тот уехал без разрешения, и его уволили. Я пришла к директору, сказала: «Это несправедливо». Он посмотрел на меня так холодно и ответил: «Бизнес – это не благотворительность, Гульмира. Если будем всех жалеть, разоримся». Эта история – лишь одна из многих. Гульмира рассказывала, как с годами атмосфера в компании становилась все более напряженной. Чиныбай начал требовать от бухгалтерии оптимизировать отчеты.
Эвфемизм, который означал занижение прибыли на бумаге, чтобы платить меньше налогов. Я пыталась возражать, говорила, что это незаконно, но мне объяснили, все так делают, это норма. Если откажешься, найдут другого бухгалтера. Гульмира призналась, что подписывала документы, которые не соответствовали реальности. Я не горжусь этим, но у меня был сын, который учился в университете, и мне нужна была эта работа. Я молчала и делала, что велят. Но самое страшное признание прозвучало, когда разговор зашел о семье Чиныбая. Гульмира понизила голос до шепота, словно боялась, что кто-то подслушивает. Между Чиныбаем Акуновичем и его детьми были серьезные конфликты, особенно с сыном Эржаном. Эржан хотел модернизировать производство, внедрять западные технологии, но отец считал это лишней тратой денег. Они кричали друг на друга в кабинете, я слышала через дверь. Однажды Эржан ушел, хлопнув дверью, и кричал: «Ты превратился в скрягу, которому важнее копить деньги, чем развивать дело». А Чиныбай Акунович вышел из кабинета бледный, сел за стол и долго смотрел в окно. Потом сказал мне: «Гульмира, как думаешь, дети ценят то, что мы для них строим?» Я не знала, что ответить. Этот конфликт между отцом и сыном, по словам Гульмиры, достиг апогея в 2015 году, незадолго до ее ухода на пенсию. Приехал какой-то турецкий бизнесмен, предлагал большие деньги за долю в мелькомбинате. Эржан уже почти договорился, но Чиныбай Акунович в последний момент сорвал сделку. Он сказал сыну: «Я строил это для семьи, для наших детей и внуков, не для того, чтобы турки владели нашим заводом». Эржан тогда не разговаривал с отцом несколько месяцев. Я уходила на пенсию как раз в то время, и они так и не помирились при мне. Гульмира также вспомнила странный эпизод, произошедший примерно в 2013 году. Он вызвал меня в кабинет и попросил принести все финансовые отчеты за последние 10 лет. Все, от первого года работы компании. Я притащила целую коробку папок. Он закрылся в кабинете и просидел там всю ночь. Утром я зашла, он спал прямо за столом, а вокруг были разбросаны бумаги. Я хотела убрать, но он проснулся и резко сказал: «Не трогай». Потом собрал все документы, запер в сейф и ушел, не сказав ни слова. Я тогда подумала, может, он проверяет, не воровал ли кто-то. Но теперь думаю, он уже тогда начал планировать, как разделить бизнес. Но самое потрясающее откровение Гульмира оставила напоследок. В 2014 году к Чиныбаю Акуновичу приходил один человек. Пожилой, лет 70, в старомодном костюме. Он представился как бывший следователь прокуратуры. Они закрылись в кабинете часа на 3. Когда встреча закончилась, Чиныбай Акунович вышел очень встревоженным. Я спросила, все ли в порядке. Он ответил: «Гульмира, если со мной что-то случится, запомни, не все так просто, как кажется». Я не поняла тогда, что он имеет в виду. Но через несколько дней я случайно услышала, как он разговаривал по телефону с Нуржан Апой. Он говорил: «Нужно перестраховаться. Если они решат действовать, у нас должна быть защита». Кто они? Что за защита? Я не знаю. Но после его смерти я вспомнила этот разговор и поняла. Он что-то предчувствовал еще тогда, за много лет. Журналист попытался узнать больше о том загадочном пожилом следователе. Кто он? Зачем приходил? Но Гульмира не помнила его имени, только внешность. Седые волосы, шрам на левой щеке, хромота на правую ногу. Попытки найти этого человека по описанию ни к чему не привели. Если он и существовал, то исчез так же внезапно, как появился. Но его визит оставил след. Тревогу Чиныбая, которую заметили многие близкие люди в последние годы его жизни. Еще один свидетель согласился рассказать свою историю, но только на условиях полной анонимности. Назовем его Тимур, молодой айтишник, который в 2018-2019 годах обслуживал компьютерную сеть компании Акун. Тимур – это не его настоящее имя, но его показания проливают свет на то, что происходило за кулисами. Меня наняли, чтобы обновить всю IT-инфраструктуру. Старые компьютеры, устаревшие программы – все надо было менять.
Я работал в головном офисе, и мой стол стоял недалеко от кабинета Чиныбая Акуновича. Однажды он попросил меня восстановить удаленные файлы с его личного компьютера. Сказал, что случайно стер что-то важное. Тимур выполнил задачу и восстановил файлы. Среди них оказались таблицы Excel с расчетами, кому сколько достанется из бизнеса. Я не должен был смотреть, но увидел случайно. Там были 3 варианта раздела активов. В первом варианте все делилось поровну между 3 детьми. Во втором сын получал больше всех, потому что был мужчиной и продолжателем рода. В третьем все оставалось Нуржан Апе, а дети получали только после ее смерти. Каждый вариант был просчитан до копейки. Стоимость заводов, акции банка, недвижимость. Я тогда подумал, этот человек готовится к смерти. Тимур замолчал, потом добавил. Но самое странное, в конце каждого варианта была приписка красным шрифтом. Условие выполнено? Что это за условие, я не знаю, но оно фигурировало во всех 3 планах. Эти свидетельства рисуют картину человека, который понимал, его время ограничено, и нужно успеть все устроить. Чиныбай готовился к неизбежному, но что-то шло не по плану. Может быть, те самые 3 вырванные страницы из папки были как раз тем условием, которое он пытался сформулировать. Возможно, он менял план несколько раз, не решаясь довериться кому-то одному из наследников, боясь ошибиться в выборе. Или наоборот, он уже сделал выбор, но кто-то из семьи не согласился с ним и уничтожил доказательства. 6 июля 2020 года, когда новость о смерти Чиныбая разлетелась по Кыргызстану, официальная версия звучала однозначно – коронавирус. COVID-19 унес жизнь одного из самых влиятельных людей страны, как унес в те месяцы жизни тысяч других. Но чем дальше, тем больше вопросов возникало у тех, кто знал Чиныбая лично. Почему он, человек, у которого были деньги на лучшую медицинскую помощь, не смог победить болезнь? Почему его не эвакуировали на лечение за границу, как это делали другие богатые бизнесмены? И самое главное, действительно ли он умер от вируса? Или это была лишь удобная версия, скрывающая нечто большее? Начнем с фактов, которые нам известны. В конце июня 2020 года Чиныбай почувствовал недомогание. Высокая температура, кашель, слабость – классические симптомы ковида. Он сделал тест. Результат оказался положительным. Врачи рекомендовали госпитализацию, но Чиныбай отказался. «Я переболею дома», – сказал он семье. Это было странное решение для человека его статуса. Обычно богатые люди при малейшем признаке болезни летят в лучшие клиники Москвы, Стамбула или Германии. Но Чиныбай остался в Бишкеке, в своем особняке, где за ним ухаживали личный врач и медсестры. Доктор Асель, врач-терапевт с 20-летним стажем, которая наблюдала Чиныбая последние 5 лет его жизни, согласилась поделиться деталями, которые ранее не обсуждались публично. Встретились мы в ее частной клинике, небольшом уютном кабинете с запахом антисептика и стопками медицинских журналов на полках. Доктор Асель – женщина лет 45, с усталым, но решительным взглядом. Я не могу разглашать медицинскую тайну полностью, но некоторые вещи должны быть известны, потому что вокруг его смерти ходит слишком много слухов, начала она. Чиныбай Акунович не был здоровым человеком последние 3 года. У него был диабет 2 типа, повышенное давление, проблемы с сердцем. Он принимал кучу лекарств ежедневно, от давления, от сахара, разжижающая кровь. Я постоянно говорила ему, нужно снизить нагрузку, меньше стресса, правильное питание. Но он не слушал. Работал по 16 часов, ел нерегулярно, нервничал из-за политики и бизнеса. Когда началась пандемия, я предупредила его. Вы в группе риска, нужно быть осторожным. Он кивал, но продолжал встречаться с людьми, ездить на завод, участвовать в заседаниях парламента. Он говорил, «Асель, я не могу сидеть дома, пока страна в кризисе». Когда Чиныбай заболел, доктор Асель навещала его 2 раза в день. Первые 3 дня все было относительно стабильно. Температура 38-39, кашель, но дыхание нормальное. Я надеялась, что он переболеет легко. Но на 4-й день резко ухудшилось состояние. Температура подскочила до 41, появилась одышка, сатурация упала до 85%. Это критический уровень.
Я настаивала на немедленной госпитализации, даже вызвала скорую. Но Чиныбай Акунович отказался ехать. Он сказал мне, если я попаду в больницу, они меня убьют. Я не поняла, что он имеет в виду. Спросила, кто убьет? Он не ответил, только повторил, я останусь дома. Эта фраза «они меня убьют» звучит как паранойя больного человека. Но доктор Ассель утверждает, что Чиныбай был в ясном сознании, когда говорил это. Он не бредил. Он смотрел на меня совершенно адекватно и говорил спокойно, но твердо. Я поняла, что он реально чего-то боится. Я попыталась успокоить его, сказала, что в больнице ему окажут помощь лучше, чем дома. Но он схватил меня за руку и прошептал: «Ассель, вы хороший врач, но вы не понимаете. Есть люди, которым выгодна моя смерть. Если я окажусь в больнице, они найдут способ». После этого он отпустил мою руку и закрыл глаза. Я вышла из комнаты в шоке. Доктор Ассель рассказала, что следующие 2 дня она буквально жила в доме Турсунбековых, пытаясь стабилизировать состояние Чиныбая. Ставили капельницы, давали антибиотики, подключили портативный кислородный концентратор. Но болезнь развивалась быстро. Ковид поражает легкие, начинается так называемый цитокиновый шторм. Иммунная система атакует собственный организм. У пациентов с диабетом и сердечными проблемами это часто приводит к фатальному исходу. На 6-й день его сердце не выдержало. Произошла остановка. Мы пытались реанимировать, но безуспешно. Время смерти – 9 часов 23 минуты утра 6 июля. Официальное заключение. Смерть от осложнений COVID-19 на фоне сопутствующих заболеваний. Логично, медицински обоснованно, никаких вопросов. Но вот что странно. Тело Чиныбая кремировали очень быстро, буквально через 12 часов после смерти. По мусульманским традициям это не характерно. Обычно хоронят в течение суток, но не кремируют. Семья объяснила это санитарными требованиями из-за пандемии. Но некоторые родственники шептались, а не было ли это сделано специально, чтобы невозможно было провести дополнительную экспертизу, если вдруг возникнут сомнения в причине смерти. Еще одна деталь, которую заметили немногие. За 2 дня до смерти к дому Чиныбая приезжал неизвестный мужчина на черном внедорожнике без номеров. Охранник, работавший на воротах особняка, вспоминал. Приехал около 11 вечера. Сказал, что вызвал его сам Чиныбай Акунович. Я позвонил в дом, Нуржан Апа подтвердила. Пропустил. Мужчина был в медицинской маске и перчатках. Ничего подозрительного. Пробыл внутри минут 40, потом уехал. Я спросил у других охранников. Никто его раньше не видел. А на следующий день Чиныбай Акунович стал совсем плох. Кто был этот человек? Врач? Целитель? Или кто-то другой? Попытки найти этого загадочного визитера ни к чему не привели. Записи с камер наблюдения за тот день случайно были повреждены. Технический сбой, как объяснили потом. Охранник описал мужчину как человека лет 50, среднего роста, с короткой стрижкой. Этого описания хватило бы на половину жителей Бишкека. Некоторые конспирологи предположили, а что если это был киллер, который ввел Чиныбаю какой-то препарат, ускоривший развитие болезни? Или наоборот, целитель, которого вызвали в отчаянной попытке спасти умирающего? Доктор Ассель отрицает, что видела следы каких-то инъекций, кроме тех, что ставила сама. Но ее не было в доме круглосуточно. Она уходила на ночь, оставляя пациента с медсестрами. Одна из медсестер, Жибек, работавшая в ту ночь, когда приезжал неизвестный, позже рассказала близкой подруге странную вещь. Подруга пересказала это журналистам. Жибек говорила, что после того, как тот мужчина уехал, Чиныбай Акунович выглядел по-другому. Не хуже физически, а скорее испуганным. Он попросил Жибек принести ему телефон и кому-то звонил очень долго, почти час. Говорил по-кыргызски, тихо, но Жибек уловила фразу: «Если я не выживу, ты знаешь, что делать». Кому он звонил? Жибек не знала. Но потом, когда спросила у Нуржан Апы, та ответила резко: «Это не твое дело». Жибек уволилась через месяц после смерти Чиныбая и уехала из Бишкека. Найти ее для проверки этой истории не удалось.
Есть еще одна медицинская загадка, которую обсуждают только в узких кругах врачей. Анализ крови Ченыбая, взятый за день до смерти, показал необычно высокий уровень некоего вещества – метаболита, который не характерен для течения ковид. Доктор Ассель, увидев результат анализа, насторожилась, но не придала этому критического значения, списав на особенности организма и лекарства. Позже, обсуждая случай с коллегами, она узнала, подобные показатели бывают при отравлении определенными веществами, которые маскируются под естественные процессы болезни. Но это была лишь теория, подчеркивает доктор Ассель. Никаких доказательств отравления не было и нет. Я не утверждаю, что Ченыбая Акуновича убили. Я лишь говорю, были странности, которые не укладываются в типичную картину. Родственники Ченыбая, естественно, отрицают любые подозрения. Нуржам в своем интервью заявила: «Мой муж умер от проклятого вируса, который убивал людей по всему миру. Нет никаких тайн, нет заговоров. Он был болен, он был в группе риска, и он не выжил. Все остальное – домыслы людей, которые не могут смириться с тем, что смерть иногда приходит просто так, без драмы и интриг». Однако за этими официальными версиями скрывалась другая реальность. Реальность человека, который в последние годы жизни буквально сжигал себя изнутри. Когда человек управляет миллионами, его тело начинает говорить на языке, который не слышат обычные люди. Ченыбай Турсунбеков в последние 3 года жизни спал в среднем 4,5 часа в сутки. Его личный врач доктор Ассель фиксировала это в медицинской карте. Но мало кто понимал, что означают эти цифры на практике. Хроническое недосыпание – это не просто усталость. Это системное разрушение организма, когда мозг буквально начинает поедать сам себя, когда надпочечники выбрасывают в кровь такие дозы кортизола, что сердце работает в режиме постоянной перегрузки. Представьте, вы просыпаетесь в 4 утра, потому что в голове уже крутятся цифры. Курс доллара, цены на пшеницу, долги перед поставщиками. Вы встаете, идете в кабинет, включаете компьютер. К 6 утра вы уже провели 3 телефонных переговора с партнерами из Казахстана и России, потому что там другой часовой пояс, и нужно успеть до начала их рабочего дня. В 8 – совещание с директорами заводов. В 10 – заседание парламентской фракции. В час дня – обед на ходу. Бутерброд с чаем, пока подписываете документы. В 3 – встреча с банкирами. В 6 – прием посетителей, которые просят помощи, денег, работы. В 9 вечера вы, наконец, возвращаетесь домой, но не ложитесь спать, потому что нужно проверить финансовые отчеты, которые принесли днем. В полночь вы засыпаете прямо за столом, и через 4 часа все начинается заново. Это был график Ченыбая в период с 2017 по 2020 год. Его помощник Бакыт, который работал с ним 8 лет, вспоминал: «Я видел, как он менялся физически. В 2012, когда я только пришел, он был крепким мужчиной, энергичным, с ясным взглядом. К 2019 он постарел лет на 20. Кожа стала серой, под глазами мешки, руки дрожали, когда он подписывал бумаги. Я однажды спросил: «Ченыбай Акунович, может вам отдохнуть?» Он посмотрел на меня так, словно я предложил ему прыгнуть с обрыва, и ответил: «Бакыт, если я остановлюсь хоть на день, все рухнет. Ты этого не понимаешь». Но дело было не только в графике. Ченыбай принимал лекарства, много лекарств. Доктор Ассель составила список того, что он пил ежедневно. Метформин от диабета, энолаприл от давления, аспирин для разжижения крови, статины от холестерина, омепразол от язвы желудка. Это 5 препаратов каждый день, плюс витамины, которые он глотал горстями, надеясь компенсировать недостаток сна и неправильное питание. Я говорила ему: эти таблетки не волшебство, они не заменят здоровый образ жизни, рассказывала доктор Ассель. Но он не слушал. Он верил, что медицина может починить его, как чинит сломанный механизм. Просто замени деталь, и все работает. Однако организм не механизм. В 2018 году у Ченыбая случился первый тревожный звонок – микроинсульт.
Он был на заседании парламента, когда внезапно почувствовал онемение в левой руке и помутнение зрения. Его увезли на скорой, сделали томографию, небольшое кровоизлияние в мозг, не критичное, но предупреждение. Врачи сказали, нужно снизить нагрузку, иначе следующий удар может быть фатальным. Чиныбай провел в больнице 3 дня, а на 4-й уже был на совещании директоров. «Я не могу себе позволить болеть», — сказал он доктору Ассель, когда она пыталась убедить его взять отпуск. Почему он так себя вел? Психологи, изучающие поведение людей власти, объясняют это феноменом ловушки успеха. Когда человек достигает вершины, он начинает бояться не подъема, а падения. Каждый день без работы кажется ему шагом к краю пропасти. Чиныбай построил империю из ничего, пережил 4 банкротства, видел, как рушатся бизнесы его конкурентов. Он знал, в Кыргызстане, где экономика нестабильна, а политика непредсказуема, можно потерять все за одну ночь. Поэтому он не мог остановиться. Остановка означала смерть. Не физическую, а смерть дела, которому он посвятил жизнь. Но была и другая причина, о которой мало кто знал. Чиныбай боялся своих детей. Не в прямом смысле. Он не думал, что они причинят ему вред. Но он боялся, что они не справятся. Что если он отойдет от дел, они разворуют или развалят бизнес? Эту мысль он однажды высказал своему старому другу Талантбеку, с которым вместе начинал в 90-х. Встреча произошла в 2019 году в небольшом ресторане на окраине Бишкека, где они могли говорить без свидетелей. Талантбек позже рассказал об этом разговоре. Чиныбай был пьян, редкость для него, он почти не пил. Но в тот вечер он выпил полбутылки коньяка и начал говорить. Сказал: «Талант, я боюсь оставить им все это. Эржан умный, но горячий, он наделает ошибок. Айдай амбициозная, но не понимает, как работает производство. Бегимай вообще далека от бизнеса, ей бы только тусовки. Что будет с заводами, когда меня не станет?» Я попытался успокоить его, сказал: «Они научатся, ты же научился». Он покачал головой. «Я учился в голодные 90-е, когда ошибка означала, что семья останется без хлеба. У них такой школы не было. Они выросли в достатке, они не знают, что такое настоящая борьба». Этот страх, что наследники не оценят и не сохранят, разъедал Чиныбая изнутри сильнее любой болезни. И он пытался найти решение. Одним из таких решений стала идея создать управляющую компанию, которая контролировала бы все активы семьи и не позволяла бы детям принимать импульсивные решения. Чиныбай даже начал переговоры с одной из крупных консалтинговых фирм из Москвы, специализирующейся на управлении семейными капиталами. Представители фирмы приезжали в Бишкек дважды, в 2018 и 2019. Они предложили схему – создать траст, куда войдут все активы, а управлять будет совет из профессиональных менеджеров и членов семьи. Дети получат дивиденды, но не смогут продавать или закладывать активы без согласия совета. Чиныбаю идея понравилась, он даже начал готовить документы. Но тут вмешались сами дети. Эржан, узнав о планах отца, устроил скандал. «Ты не доверяешь нам? Ты думаешь, мы идиоты, которые пропьют твои заводы?» – кричал он в кабинете. Чиныбай пытался объяснить, что это не вопрос доверия, а вопрос защиты бизнеса от внешних угроз и внутренних конфликтов. Но Эржан не слушал. Он ушел, хлопнув дверью, и несколько месяцев не разговаривал с отцом. Айдай и Бегимай тоже были против. Они видели в этом попытку отца контролировать их даже после смерти. В итоге проект траста был заморожен. Чиныбай вернулся к старой идее – написать завещание, где все будет расписано четко и однозначно. Но вот парадокс. Чем больше он пытался все предусмотреть, тем запутаннее становилась ситуация. Юристы, которых он нанимал, предлагали разные варианты. Один говорил: «Разделите все поровну, чтобы не было обид». Другой советовал: «Отдайте контроль одному, самому способному, а остальным – денежную компенсацию». Третий предлагал: «Создайте фонд, который будет финансировать социальные проекты, а детям оставьте только часть». Чиныбай метался между этими вариантами, переписывал завещание несколько раз. И каждый раз, когда он думал, что нашел идеальное решение, возникало новое сомнение. Физиология власти –
это еще и физиология страха. Страха потерять контроль, страха быть забытым, страха, что твое дело умрет вместе с тобой. Чиныбай носил этот страх в себе каждый день, и он буквально убивал его. Доктор Асель вспоминала. «Я измеряла ему давление 180 на 110. Это критические цифры, при которых может случиться инсульт или инфаркт в любой момент. Я говорила, вам нужно в больницу, срочно». Он отмахивался. «Дайте таблетку, пройдет». И действительно, через час давление снижалось до 140 на 90. Все еще высокое, но не смертельное. Его организм научился работать в режиме постоянного стресса. Но это не могло продолжаться вечно. В подвале головного офиса компании «Акун» на улице Ибраимова в Бишкеке есть комната без окон, куда не пускают посторонних. Дверь обита металлом, замок кодовый, плюс биометрический сканер отпечатка пальца. Внутри стеллажи от пола до потолка, заставленные папками, коробками, жесткими дисками. Это архив компании. 23 года истории, записанные на бумаге и в цифре. Каждый контракт, каждая накладная, каждый платежный документ с 1997 года хранится здесь. По закону компании обязаны хранить документы минимум 5 лет, но Чиныбай хранил все. «Никогда не знаешь, когда это понадобится», — говорил он. После его смерти доступ к архиву получили только 3 человека. Нуржан Тинтимишова, главный юрист компании, Азамат Исаков и главный бухгалтер Гульмира, которая вернулась из пенсии по просьбе вдовы, чтобы помочь разобраться в документах. Эржан, Айдай и Бегимай требовали допустить их в архив, но Нуржан отказала. «Сначала нужно понять, что там есть, а потом уже решать, кому что показывать», — объяснила она. Это решение вызвало новый виток конфликта в семье. Дети восприняли это как попытку матери скрыть от них информацию о реальном состоянии бизнеса. Гульмира провела в архиве 3 недели, разбирая документы. То, что она обнаружила, шокировало даже ее, человека, проработавшего в компании 18 лет. «Я думала, что знаю все о финансах Акуна, но оказалось, что Чиныбай Акунович вел параллельную бухгалтерию, неофициальную, которую видел только он сам. Там были записи о сделках, которых нет в официальных отчетах, переводы на счета в офшорных зонах, займы, выданные под расписку без оформления через банк. Я нашла папку с надписью «Личное». Там были договоры о покупке недвижимости на имена людей, которых я не знала. Квартиры в Москве, дом в Анталье, участок земли в Иссык-Кульской области. Все это не фигурировало в декларациях депутата Турсунбекова. Это открытие объясняло многое. Когда в 2010-х годах независимые журналисты пытались подсчитать реальное состояние Чиныбая, они наталкивались на противоречия. Официально он декларировал активы на сумму около 15 миллионов долларов. Но эксперты оценивали его бизнес минимум в 100 миллионов. Куда делись остальные 85 миллионов? Теперь стало понятно. Они были спрятаны в структурах, которые формально не принадлежали ни ему, ни его семье. Классическая схема, которую используют богатые люди по всему миру, чтобы минимизировать налоги и защитить активы от возможной конфискации. Но самой интригующей находкой стала папка с грифом «Строго конфиденциально», спрятанная в дальнем углу архива за коробками с документами 90-х годов. Гульмира наткнулась на нее случайно, когда искала старые контракты с поставщиками зерна. Папка была запечатана скотчем, на котором стояла подпись Чиныбая и дата – 15 марта 2019 года. Гульмира не стала вскрывать ее сама, позвала Нуржан. Они открыли папку вместе. Внутри оказались распечатки электронных писем, переписка Чиныбая с неким человеком, подписывавшимся как Марат К. Имя не раскрывалось полностью, но из контекста было ясно – это кто-то из высокопоставленных чиновников или политиков. Переписка велась с 2016 по 2019 год. Тема обсуждения – распределение государственных контрактов, лоббирование законов, выгодных бизнесу Чиныбая, решение вопросов с налоговой службой и таможней. В одном из писем, датированном августом 2017 года, Марат К. писал: «Чиныбай, ты понимаешь, что за такие услуги нужна благодарность? Мои люди рискуют, подписывая эти бумаги. Нужна компенсация». Ответ Чиныбая: «Марат, я всегда выполняю свои обещания. 200 тысяч на тот счет, как договаривались». 200 тысяч долларов?
Сомов? Из переписки это не уточнялось, но Гульмира предположила, скорее всего, долларов. Это была взятка, прямая и неприкрытая. Если эта переписка попадет в руки следователей, она может стать основанием для уголовного дела не только против Ченыбая, хотя он уже мертв, но и против его наследников, если докажут, что они знали о схеме и пользовались ее плодами. Нуржан, прочитав письма, побледнела. «Гульмира, никто не должен об этом знать. Никто, ты понимаешь?» Гульмира кивнула. Они запечатали папку обратно и спрятали ее в сейф, к которому имела доступ только Нуржан. Но секреты имеют свойство просачиваться наружу. Через 2 месяца после находки в архиве, в октябре 2020 года, в одном из оппозиционных телеграм-каналов появился пост. Источники сообщают, что в архиве компании «Акун» обнаружена компрометирующая переписка покойного Турсунбекова с высокопоставленным чиновником. Речь идет о коррупции на миллионы долларов. Семья пытается скрыть документы, но правда все равно выйдет наружу. Пост набрал десятки тысяч просмотров за несколько часов. Началась паника. Нуржан вызвала Гульмиру и юриста Азамата на экстренное совещание. «Кто слил информацию?» – спрашивала она. Оба клялись, что молчали. Но кто-то явно знал. Может быть, в архиве стояли скрытые камеры? Или кто-то из технического персонала подслушивал? А может, утечка произошла с другой стороны? От того самого Марата К., который решил подстраховаться и слил информацию, чтобы показать, если его тронут, он потянет за собой всех. Ответов не было, но ущерб репутации был нанесен. СМИ начали копать, задавать неудобные вопросы. Депутаты от оппозиции требовали создать парламентскую комиссию для расследования деятельности Турсунбекова. Семья наняла пиар-агентство, которое запустило контрнарратив. Это фейк, провокация конкурентов, которые хотят уничтожить бизнес покойного. Но общественность уже сомневалась. Слишком много странностей окружало смерть Ченыбая и дележ его наследства. Люди начали задаваться вопросом, а что еще скрывает семья? Какие еще скелеты лежат в шкафах империи Акун? Архивы – это память бизнеса. Но иногда эта память становится проклятием. Ченыбай хранил все, потому что боялся забыть, боялся потерять контроль над информацией. Но он не подумал, а что будет, если эта информация попадет не в те руки? Что если его дети, его вдова, его партнеры окажутся не готовы к тому, что откроется после его смерти? Архив Акуна стал бомбой замедленного действия, которая могла взорваться в любой момент. В каждой истории о больших деньгах и власти есть момент, когда на сцену выходит тот, кого все боятся называть по имени. Тот, кто действует из тени, кто дергает за ниточки, оставаясь невидимым. В истории империи Акун таким человеком был Камчибек Ташиев, глава Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана. Формально он не имел никакого отношения к бизнесу Турсунбековых. Но именно его решения в 2024 году запустили цепную реакцию, которая поставила под угрозу все, что построил Ченыбай. Ташиев – фигура противоречивая. Для одних он герой, борец с коррупцией, человек, который не боится трогать неприкасаемых. Для других – силовик, использующий свою должность для сведения счетов и передела собственности. Когда в июле 2024 года государство конфисковало 100% акций Капиталбанка у детей Ченыбая, Ташиев выступил с заявлением: «Мы восстанавливаем справедливость. Этот банк был незаконно приватизирован в 2010 году, когда страна находилась в хаосе после революции. Семья Турсунбековых воспользовалась ситуацией и купила актив за бесценок. Теперь мы возвращаем его народу». Звучит благородно, но давайте копнем глубже. Приватизация банка действительно произошла в 2010 году, когда Кыргызстан переживал политический кризис после свержения президента Бакиева. Банк, принадлежавший сыну Бакиева, был выставлен на продажу в спешке. Новая власть хотела избавиться от активов старого режима. Дочери Ченыбая, Айдай и Бегимай, участвовали в аукционе и выкупили банк за 859 миллионов сомов. По тем временам это была рыночная цена, хотя и ниже реальной стоимости активов банка. Сделка была оформлена официально через Нацбанк, все документы подписаны и заверены.
Почему же спустя 14 лет государство вдруг решило, что сделка незаконна? Ответ кроется в политике. В 2020 году, после очередной смены власти в Кыргызстане, к руководству пришла команда, которая объявила войну олигархам и коррупционерам. Ташиев стал одним из ключевых игроков этой кампании. Он публично заявлял: «Мы вернем народу то, что у него украли». Под раздачу попали многие крупные бизнесмены, чьи активы были приобретены в 90-х и нулевых годах, когда приватизация часто проходила с нарушениями. Семья Турсунбековых оказалась в списке. Но почему именно они? Есть версия, что Ташиев действовал не только из идейных соображений. Инсайдеры рассказывали: между Ташиевым и Чыныбаем были старые счеты, уходящие корнями в 2010-е годы, когда оба были депутатами парламента. Чыныбай тогда возглавлял фракцию правящей партии СДПК, а Ташиев был в оппозиции. Они неоднократно сталкивались на заседаниях, обменивались резкими репликами. Однажды, в 2013 году, Ташиев публично обвинил Чыныбая в лоббировании закона, который давал налоговые льготы крупным производителям муки, то есть фактически самому себе. Чыныбай ответил, что Ташиев занимается популизмом и не понимает экономики. Конфликт замяли, но осадок остался. Теперь, когда Чыныбай мертв и не может защищаться, Ташиев получил возможность довести дело до конца. Конфискация банка была лишь первым шагом. Источники в ГКНБ намекали: следующими на очереди могут быть заводы и другие активы семьи. «Мы проверяем все сделки Турсунбековых за последние 20 лет», заявил Ташиев в одном из интервью. Эта угроза нависла над семьей дамокловым мечом. Но история обрела неожиданный поворот в ноябре 2021 года, через 16 месяцев после смерти Чыныбая. Именно тогда в офис Нуржан Тинтимишевой пришло письмо. Не электронное, не через курьера. Обычное бумажное письмо, опущенное в почтовый ящик особняка на рассвете. Охранник нашел его в 6 утра, когда делал обход территории. Конверт был плотный, кремового цвета, без обратного адреса. На лицевой стороне только имя. Нуржан Тинтимишевой. Лично. Почерк каллиграфический, старомодный, будто писал человек, учившийся письму еще в советской школе. Нуржан вскрыла конверт за завтраком, сидя в той самой столовой, где раньше по утрам собиралась вся семья. Теперь она завтракала одна. Дети приезжали редко, каждый был занят своими делами и своими обидами. Внутри конверта оказался один лист бумаги, исписанный с 2 сторон. Текст начинался без приветствия, сразу по делу. «Уважаемая Нуржан Тинтимишева, вы не знаете меня, но я знал вашего мужа. Мы встречались дважды, в 2014 и в 2019 годах. Оба раза по его инициативе, оба раза конфиденциально. Чыныбай Акунович обращался ко мне как к человеку, который может помочь в деликатных вопросах. Я выполнил свою работу и получил оплату. Но есть информация, которую я не передал ему при жизни, потому что он не задал правильных вопросов. Теперь, когда его нет, я считаю своим долгом передать эту информацию вам». Нуржан почувствовала, как холодеет спина. Она продолжила читать. В 2014 году ваш муж попросил меня проверить, нет ли угрозы его бизнесу со стороны государственных структур. Я провел расследование и выяснил, в Генеральной прокуратуре готовилось дело против группы компаний «Акун» по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Дело курировал заместитель генпрокурора, человек амбициозный, который хотел сделать карьеру на громких процессах. Я сообщил об этом Чыныбаю Акуновичу. Он принял меры, нанял лучших юристов, провел внутренний аудит, исправил все нарушения в документах. Дело закрыли, не доведя до суда. Ваш муж был доволен моей работой и щедро заплатил. Но вот что я не сказал ему тогда. Инициатором проверки был не прокурор. Заказчиком был человек из его ближайшего окружения. Тот, кто имел доступ к внутренней информации компании и передал ее в прокуратуру. Я выяснил имя этого человека, но Чыныбай Акунович не спросил меня об этом напрямую, а я не счел нужным говорить без запроса. Таковы правила моей работы. Теперь я понимаю, это была ошибка, потому что тот человек остался рядом с вашим мужем и продолжал действовать. Нуржан перевернула страницу. Руки дрожали так,
что буквы расплывались перед глазами. Она сделала глоток холодного чая и продолжила. В 2019 году Чиныбай Акунович снова обратился ко мне. На этот раз он был встревожен сильнее. Сказал, что чувствует, кто-то из близких людей работает против него. Просил проверить всех – детей, партнеров, топ-менеджеров. Я провел проверку. И обнаружил, что тот же человек, который сливал информацию в 2014-м, продолжал это делать. Более того, он установил контакты с людьми из команды Камчибека Ташиева, еще до того, как Ташиев пришел к власти. Этот человек готовил почву для будущего передела активов Акуна. Он собирал компромат, копировал документы, фиксировал все сомнительные сделки. Я хотел рассказать об этом Чиныбаю Акуновичу на нашей встрече. Но он умер раньше, чем мы успели встретиться в третий раз. Встреча была назначена на 10 июля 2020 года. Он не дожил 4 дней. Нуржан отложила письмо и закрыла лицо руками. Сердце колотилось так, что, казалось, сейчас выпрыгнет из груди. Кто? Кто из близких людей предавал Чиныбая все эти годы? Она заставила себя дочитать до конца. Я не называю имя этого человека в письме по понятным причинам. Но если вы хотите узнать правду, приезжайте на встречу. 25 ноября в 8 вечера кафе «Алатоо» на проспекте Чуй. Столик у окна. Я буду ждать 30 минут. Если не придете, считайте, что этого письма не было. Если придете, я расскажу все, что знаю. Бесплатно. Это мой долг перед памятью вашего мужа. Подписи не было, только приписка внизу страницы. Сожгите это письмо после прочтения. Нуржан не сожгла. Она спрятала письмо в свой личный сейф, тот самый, где хранилась папка с красной печатью и вырванными страницами. Потом позвонила своему личному водителю и охраннику. 25 ноября в 7 вечера будьте готовы. Поедем в город. 25 ноября 2021 года в Бишкеке было холодно. -15, снег, ветер. Кафе «Алатоо» – небольшое заведение в центре города, популярное среди офисных работников днем и почти пустое вечерами. Нуржан приехала без охраны, попросила водителя высадить ее за квартал от кафе и ждать в машине. Она не хотела привлекать внимание. Внутри кафе было тепло и тихо. Играла негромкая музыка, за стойкой скучала официантка, уткнувшись в телефон. Столик у окна занимал пожилой мужчина лет 70, в темном пальто и шапке-ушанке. Перед ним стояла чашка остывшего чая. Он поднял глаза, когда Нуржан вошла, и кивнул, приглашающий жест. Она подошла и села напротив. «Спасибо, что пришли», — сказал он тихо. Голос был хриплый, прокуренный. Лицо изрезано морщинами, но глаза острые, внимательные. Глаза человека, который привык замечать детали. Я не буду тратить ваше время на долгие предисловия. Вы хотите знать имя. Я его назову. Но сначала ответьте на один вопрос. Вы готовы к тому, что узнаете? Нуржан сжала руки в кулаки под столом. Готово. Мужчина наклонился ближе и произнес одно имя. 2 слова, которые перевернули мир Нуржан. Она побледнела, открыла рот, но не смогла произнести ни звука. Мужчина продолжал. Азамат Исаков, ваш главный юрист. Человек, которому Чиныбай Акунович доверял больше, чем собственным детям. Он работал на вас 20 лет. И все эти 20 лет он собирал информацию, которую потом продавал тем, кто платил больше. В 2014-м он слил данные в прокуратуру, надеясь, что Акун разорится, и он сможет выкупить активы за бесценок. Не получилось. Ваш муж оказался сильнее. Тогда Азамат переключился на долгосрочную стратегию. Он начал работать с людьми Ташиева, готовя почву для передела собственности после смерти Чиныбая. «Но почему?» – выдавила из себя Нуржан. «Мы платили ему огромные деньги, он был почти членом семьи». «Деньги – не единственная мотивация», – ответил мужчина. Азамат Исаков – человек амбициозный. Он хотел не просто получать зарплату, он хотел стать владельцем. Но ваш муж никогда не предложил ему долю в бизнесе.
Чиныбай Акунович был патриархом старой закалки. Бизнес для семьи, чужим не доверяем. Азамат это понимал и затаил обиду. Когда появилась возможность отомстить и одновременно заработать, он ею воспользовался. Нуржан чувствовала, как внутри все обрывается. Азамат. Человек, который сидел за одним столом с Чиныбаем, который ездил с ними на семейные праздники, который держал на руках их внуков. Предатель. «У вас есть доказательства?» – спросила она. Мужчина достал из кармана флешку и положил на стол. Здесь записи телефонных разговоров Азамата с людьми из ГКНБ. Даты с 2018 по 2020 год. Также копии документов, которые он передавал им. Внутренние финансовые отчеты Акуна, договоры, схемы оптимизации налогов. Все, что нужно для возбуждения уголовного дела против вашей семьи. Ташиев использовал эту информацию, чтобы конфисковать банк. И он не остановится. Следующими будут заводы. Нуржан взяла флешку дрожащими пальцами. «Почему вы мне это отдаете? Что вы хотите взамен?» «Ничего». Мужчина встал, застегивая пальто. «Я сказал в письме. Это мой долг перед памятью Чиныбая Акуновича. Он был честным человеком в нечестном мире. Таких мало. Используйте эту информацию, как сочтете нужным. Но помните, Азамат опасен. Если он узнает, что вы в курсе, может попытаться уничтожить улики или даже... Ну, вы понимаете». Он вышел из кафе, растворившись в снежной метели. Нуржан осталась сидеть, сжимая флешку в руке. Официантка подошла, спросила, не принести ли чего-нибудь. Нуржан покачала головой и вышла. На следующий день Нуржан не пошла в офис. Она заперлась дома, подключила флешку к ноутбуку и начала слушать записи. Голос Азамата, знакомый, вкрадчивый, звучал из динамиков, и каждое слово было как удар ножом. Запись от 12 марта 2018 года. Азамат Бекович, у нас есть интерес к документам компании Акун. Конкретно, схемы, по которым они уводят прибыль от налогообложения. Я могу это организовать, но мне нужны гарантии. Если начнется проверка, меня не должны трогать. Гарантируем. Ты будешь свидетелем, а не обвиняемым. Более того, когда активы конфискуют, ты получишь свою долю. Сколько? 5% от стоимости конфискованного имущества. Это могут быть миллионы долларов. Договорились. Запись от 7 августа 2019 года. Азамат, нам нужна информация о банке. Кто реальный владелец акций? Есть подозрение, что Турсунбеков оформил их на детей, чтобы скрыть свое участие. Так и есть. Формально владельцы Айдай, Бегимай и Эржан. Но все решения принимает Чиныбай. У меня есть внутренние протоколы заседаний Совета директоров, где это видно. Отлично. Передавай копии. Это будет основанием для конфискации. Запись от 3 июня 2020 года. За месяц до смерти Чиныбая. Азамат, как здоровье старика? Плохо. Диабет, давление, сердце. Врачи говорят, долго не протянет. Тем лучше. Когда он умрет, семья начнет делить бизнес. Вот тогда мы и ударим. Пока они будут грызться между собой, мы заберем все. А если они объединятся? Не объединятся. Я знаю эту семью. Между детьми и вдовой нет доверия. Эржан считает, что мать хочет отстранить его от управления. Дочери обижены, что отец при жизни больше внимания уделял сыну. Они разорвут друг друга сами. Нам останется только подобрать куски. Нуржан выключила запись. Слезы текли по щекам, но она не замечала. Азамат. 20 лет рядом. 20 лет предательства. Она позвонила своему личному адвокату. Не Азамату, а другому юристу, которого наняла недавно для консультаций по наследственным делам. Объяснила ситуацию, передала копию записей. Адвокат выслушал и сказал: «Нуржан Тентемишева, это серьезно. Эти записи – доказательства сговора между вашим сотрудником и представителями госструктур. Формально это коррупция и злоупотребление служебным положением. Но есть проблема. Если вы обнародуете эти записи, Азамат может заявить, что они сфабрикованы. Более того, он может первым пойти в ГКНБ и сдать вас, заявив, что вы пытаетесь его шантажировать. Нужно действовать осторожно.
Что вы предлагаете? Два варианта. Первый. Передать записи в Генеральную прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела против Азамата. Но тогда начнется расследование, которое может затронуть и вашу семью, ведь в записях упоминаются схемы ухода от налогов. Второй вариант – использовать записи как рычаг давления на Азамата. Пригласить его на встречу, включить запись и предложить сделку. Он уходит из компании тихо, без скандала, и взамен вы не передаете материалы в прокуратуру. Нуржан выбрала второй вариант. Она назначила встречу с Азаматом на следующий день в офисе компании, в том самом кабинете, где раньше работал Ченыбай. Азамат Исаков пришел ровно в назначенное время, 10 утра. Он выглядел как обычно. Деловой костюм, кожаный портфель, уверенная походка. Нуржан сидела за столом, перед ней лежал ноутбук. Азамат поздоровался, сел напротив. «Нуржан Тинтимишова, вы хотели обсудить что-то срочное?» Нуржан молча развернула ноутбук к нему и нажала плей. Из динамиков полился голос Азамата. «Договорились. 5% от стоимости конфискованного имущества». Азамат побледнел. Он попытался встать, но Нуржан остановила его жестом. «Сядьте и слушайте до конца». Запись длилась 5 минут. Выжимка самых компрометирующих фрагментов. Когда она закончилась, Азамат сидел, уставившись в пол. Молчание длилось целую минуту. «Откуда у вас это?» — наконец выдавил он. Неважно. Важно, что у меня есть полная версия, 2 часа записей и копии документов, которые вы передавали в ГКНБ. Этого достаточно, чтобы посадить вас лет на 10 за госизмену и коррупцию. Азамат поднял голову. В его глазах мелькнул страх, но потом что-то другое. Злость или расчет? «Что вы хотите?» — спросил он. «Вы увольняетесь. Сегодня. Пишите заявление по собственному желанию. Забирайте свои вещи и уходите. Навсегда. Взамен я не передаю эти записи в прокуратуру». Азамат усмехнулся. Горько, без радости. «Вы думаете, это так просто?» «Нуржан Тинтимишева, вы не понимаете, во что ввязались. Люди, с которыми я работал, это не мелкие чиновники. Это команда Ташиева. Если я уйду, они заподозрят, что что-то не так. Они начнут копать. И найдут не только меня, но и вас. Вы думаете, ваша семья чиста? Вы думаете, в архиве Акуна нет документов, которые могут отправить вас всех за решетку? Вы угрожаете мне? Я предупреждаю. Если вы обнародуете эти записи, начнется война. И в этой войне проиграют все. И вы, и я, и ваши дети. Единственный, кто выиграет, это Ташиев. Он заберет все». Нуржан встала, подошла к окну. За стеклом серое небо, заснеженные крыши Бишкека. Город, где ее муж построил империю. Город, который теперь хотел эту империю отобрать. «Тогда что вы предлагаете?» — спросила она, не оборачиваясь. «Сделку. Я ухожу, как вы хотите. Но взамен вы даете мне компенсацию — $5 миллионов. И гарантию, что не будете преследовать меня после ухода». Нуржан обернулась. 5 миллионов? За предательство? За молчание, поправил Азамат. Я знаю слишком много. О схемах Ченыбая, о том, как он обходил законы, о том, откуда брались деньги на покупку активов. Если я заговорю, ваша семья потеряет не только бизнес, но и свободу. 5 миллионов – это дешево за такую страховку. Нуржан вернулась к столу, села, смотрела на Азамата долго, изучающе. Потом сказала: «Хорошо, 3 миллиона, наличными. Получите через неделю, а до тех пор вы продолжаете работать, как ни в чем не бывало. Если попытаетесь сбежать или слить информацию, записи уйдут в прокуратуру в тот же день». Азамат кивнул. Договорились. Он встал, взял портфель и вышел. Нуржан осталась сидеть, глядя на закрытую дверь. Она только что заключила сделку с дьяволом. Но другого выхода не было. Прошло 3 месяца.
Азамат получил свои деньги и исчез. Уехал, по слухам, в Турцию, где купил виллу на побережье и теперь живет тихой жизнью богатого пенсионера. Нуржан выдохнула с облегчением. Одной угрозой меньше. Но империя Акун продолжала трещать по швам. В марте 2022 года Эржан подал в суд на мать и сестер. Требовал пересмотра раздела наследства, утверждая, что отец при жизни обещал ему контрольный пакет акций мелькомбината. Доказательств не было, только его слова. Но сам факт судебного иска стал публичным скандалом. СМИ смаковали подробности. Сын против матери, война за миллионы, империя разваливается. Айдай и Бегимай, в свою очередь, обвинили Эржана в попытке узурпировать власть. Они наняли собственных юристов и подали встречный иск, требуя признать недействительными некоторые сделки, которые Эржан провел от имени компании без согласия других наследников. Семья раскололась окончательно. Нуржан пыталась примирить детей. Собирала их на семейные советы, умоляла вспомнить, что отец хотел единства. Но каждая встреча заканчивалась скандалом. Эржан кричал, что сестры ничего не понимают в бизнесе и хотят только тратить деньги. Айдай обвиняла брата в том, что он пытается отстранить их от управления. Бегимай плакала и говорила, что ненавидит их всех. И вот однажды вечером, когда Нуржан сидела в опустевшем доме, перебирая старые фотографии, ей позвонил незнакомый номер. «Нуржан Тентимишова? Это адвокат Самат Джумабеков. Я представляю интересы, скажем так, третьей стороны, которая заинтересована в судьбе компании Акун. Мой клиент хотел бы встретиться с вами и обсудить возможность мирного урегулирования конфликта в вашей семье. Кто ваш клиент? Это будет озвучено на встрече. Могу лишь сказать, это человек, который имеет влияние и ресурсы, чтобы помочь вам сохранить бизнес. Но взамен он ожидает определенных уступок». Нуржан согласилась на встречу. Она понимала, когда семья воюет сама с собой, появляются хищники, готовые растащить добычу. Встреча состоялась в нейтральном месте – конференц-зале одного из отелей Бишкека. Адвокат Джумабеков оказался мужчиной лет 50, в дорогом костюме, с манерами человека, привыкшего вести переговоры на высоком уровне. Рядом с ним сидел его клиент, и Нуржан едва сдержала удивление. Камчибек Ташиев, глава ГКНБ. «Благодарю за то, что пришли», – начал Ташиев. «Я понимаю, вы не ожидали увидеть меня. Но я пришел не как представитель государства, а как, скажем, частное лицо, которое хочет помочь». «Помочь?» Нуржан не скрывала сарказма. «Вы отобрали у моих детей банк. Вы угрожаете забрать заводы. И теперь хотите помочь?» Ташиев улыбнулся. Холодно, без тепла. «Нуржан Тентимишова, давайте говорить откровенно. Ваша семья разваливается. Дети судятся друг с другом. Бизнес теряет деньги, потому что никто толком не управляет. Еще год такой войны, и от империи Акун останутся руины. Я предлагаю выход». Нуржан молчала, ожидая продолжения. Ташиев продолжил. «Государство заинтересовано в стабильности. Ваши заводы дают работу тысячам людей. Если они остановятся, начнется социальный кризис. Мы не хотим этого. Поэтому я предлагаю сделку. Вы передаете контрольный пакет акций мелькомбината в управление Государственному фонду. Формально собственность остается за вашей семьей, но управление у профессиональных менеджеров, которых назначит государство. Взамен мы гарантируем никаких новых проверок, никаких конфискаций. Вы и ваши дети получаете стабильный доход в виде дивидендов. Все живут спокойно». Нуржан усмехнулась. «То есть вы хотите забрать у нас последнее, что осталось, под видом помощи?» «Я хочу спасти то, что еще можно спасти», — жестко ответил Ташиев. «Вы не понимаете всей картины. У меня на столе лежит папка с материалами на вашу семью. Там доказательства коррупции, уклонения от налогов, незаконных сделок. Если я передам эту папку в прокуратуру, через месяц вся ваша семья окажется под следствием. А бизнес будет конфискован полностью, без компенсаций. Я предлагаю вам мягкий вариант. Подумайте». Нуржан встала. «Мне нужно время». «У вас есть неделя», — сказал Ташиев. «Через неделю я жду вашего ответа. Если откажетесь, начнем по-другому». Нуржан вышла из отеля. Холодный ветер хлестал по лицу,
Снег скрипел под ногами. Она села в машину и долго сидела, глядя в темноту. Империя, которую Чаныбай строил 23 года, рушилась. И она не знала, как ее спасти.